Пока что стало лучше, но слишком тише. Но, скорее всего, Вот сейчас, нормально. да, сейчас Нормально. вот изменения уже пришли, вступили. В общем, давайте будем начинать, потому что всем остальным не очень сильно интересно. Вообще ничего не слышно, Зелей Хусейн. Но сейчас все отлично. Вот, Искен, мы сделаем тебя модератором. Все, отлично, Саунс. В общем, почему такой нюанс? Потому что при каждой загрузке системы настройки звука выставляются заново, поэтому мы в этом плане немножко не рассчитали и задерживаем эфир. Ну, в общем, ладно. Ассаляму алейкум всем. Значит, мы вообще решили попробовать такой формат прямых эфиров. Да, это такой непростой формат, но тем не менее хотели с вами немножко поговорить с нашей аудиторией о том, что мы делали, вообще для чего наш канал, что мы делаем и что мы в планах, планируем делать. Да? Так. Ну, я думаю, да. Алейкум салям, Асан. Давно не видно, да? Что не заходишь? Так, значит, смотрите, во-первых, в самом начале, что хотел бы сказать, это, во-первых, благодарность, что вы нас смотрите, все-таки канал растет, потихонечку растем, и очень приятно, что вы заходите, комментируете, ставите лайки и, в принципе, являетесь нашей аудиторией, да, в каком-то роде. Поэтому я бы хотел сейчас поговорить немножко про те проекты, которые мы уже сделали. То есть в 2023 году он, в принципе, был таким, скажем так, продуктивным относительно. И какие планы на 2024 год мы перед собой ставим. Поэтому, так, что там у нас по проектам? Давай там посмотри. Ну, у нас первый проект, это подкаст. Вообще есть такой момент, нужно ли вообще итоги подводить? Сейчас, насколько я заметил, сейчас такая тенденция, что кто-то жестко не подводит итоги, а кто-то прям сильно подводит итоги. Мы, наверное, относимся к тем, кто аудитории. Айдага, ассаляму алейкум. Без вас стрим не начинается. Сайленс. В новом году, да, мы сейчас переживаем с вами начало нового календарного года, хотим мы этого или нет, отмечаем мы это или нет. По факту у нас начинается новый календарный год, кому как проще считать. Поэтому мы, наверное, сейчас поговорим о том, что вообще как вы вообще к этому относитесь, вы делаете итоги, подводите итоги, не подводите итоги. Но мы решили с вами немножко пообщаться. В 2023 году такой, скажем так, самый популярный формат нашей продукции, это был формат подкастов. Да? Изначально формат подкастов мы задумывали как такая площадка, где мы можем общаться с людьми, с разными людьми, не обязательно известными, не обязательно медийными, но интересными. И с известными тоже. И с известными тоже обязательно. Вообще, в принципе, это формат подкаста, где мы просто даем площадку людям, интересным людям, не очень интересным людям, и общаемся. Также у нас есть такой формат, называется он «Инсан». Но кто смотрит наш канал, он, конечно же, знает, формат документального кино. И это, наверное, самый интересный формат, который сейчас есть на нашем канале, потому что мы общаемся с интересными и, скажем так, творческими людьми, да, и ведем с ними беседы на разные темы. Мы едем к ним в мастерские, едем к ним домой, знакомимся с их семьями. Это очень интересно, в первую очередь, для нас. Да. Но вы знаете, вот на самом деле можно каждого нашего гостя можно снимать не так, как мы делаем часовая версия, да, подкаста, а намного больше, часовая версия фильма. Потому что, как мне кажется, что люди, которые сегодня нас окружают, они выдающиеся люди, и они очень мало сказали. На самом деле они могут сказать намного больше, они могут сделать намного больше. И, в принципе, одной из целей нашего канала – это способствовать тому, чтобы они говорили, чтобы они высказывались и где-то формировали, наверное, какое-то мнение, да, потому что за ними всегда интересно смотреть, их интересно слушать. В общем, это, в принципе, интересные люди сами по себе. Так, Так, у нас
в Инстаграме присоединяются люди. Да, ну в Инстаграме, я так понимаю, все нормально, да, у вас? Инстаграм нормально все слышит? Да. Ну, вообще, еще интересный момент, что в таком виде, то, что вы сейчас видите, это такая у нас прямая трансляторная рубка, такое место, где мы, скорее всего, будем почаще выходить в прямой эфир, просто чтобы с вами пообщаться, узнать, как у вас дела, и вообще, в принципе, задавайте к нам вопросы, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, спрашивайте, может быть, по каким-то роликам, по каким-то темам. Интересно будет пообщаться, интересно будет сказать. И, кстати, еще один момент, такой очень важный. Вы знаете, раньше, когда я снимал свадьбы, у меня все время был... Да, эти флешбеки, они в любом случае будут. И все время был такой груз ответственности, все время думал, что вот надо монтировать свадьбы, надо отдавать свадьбы. Люди звонили, спрашивали, узнавали. Сейчас я испытываю подобные вещи, потому что у нас большое количество скопилось съемочного, уже отснятого материала, интересного материала, как мне кажется. И сейчас я чувствую это давление от тех людей, которых мы уже отсняли, с вопросами, когда наше видео. Когда выйдет наше видео. Да. И некоторые даже обижаются, может быть, я не знаю. Не, ну обижаются, это, наверное, грубо сказано, обижаются, но в любом случае они ждут. То есть Мы те, тоже кто... ждем. Да, ну мы тоже ждем, конечно. Саун Сайдарова. Селям, Тимур, что там, как? Да, не говори. Ты знаешь, Тима сказал насчет одежды. Сегодня на самом деле мы даже немножко поругались. Я говорю, одень что-нибудь другое. То есть у меня одна пайта, у тебя целая куча одежды. В общем, в итоге решили вот на таком видео, это не договариваясь, скажем так. Наоборот, больше было разногласий, в общем, по поводу одежды. Ну, вообще хотелось одеть на самом деле что-нибудь нарядное, так сказать. Что-нибудь вечернее. Да. Все-таки все смотрят, ну, в общем, получилось как всегда. По поводу вот этого... Селям алейкум, Ранета. Ранета Ханум, селям алейкум. Между прочим, конечно, я очень переживаю на ту тему, что мы с вами не успели записать видео, да. Вы очень быстро, скажем так, уехали. Ну, понятное дело, обстоятельства, но мы в любом случае планируем, что мы вас запишем, что мы с вами пообщаемся. На самом деле есть о чем у вас спросить. Но посмотрим или в Крыму, или в Турции. Ну, я, честно говоря, рассчитываю на то, что мы с вами поговорим. Обязательно мы с вами это сделаем. И очень много вопросов, которые хотелось бы вам задать. Так, Саул, Тима. Ну да, ну вот, в общем, как есть. И что самое интересное, все проверили. О, отлично, Ранета Ханум. А вы когда планируете в Крым? Вы нам сразу говорите, потому что мы составляем контентный план и, скажем так, чтобы уже могли планировать как-то съемку вам. Да, мы ждем вопросы. Да, если есть вопросы, пишите, говорите, то есть мы с удовольствием ответим на все вопросы. Ну, кстати... Да, кому удобно, можете переходить на YouTube. Я думаю, что там нас слышно хорошо. Так, Камила Алимова, это наша Камила Алимова? Камила Алимова, селям алейкум. Вот, дожились, дети сидят, смотрят, родители в прямом эфире на подкасте. Да, они дома и ждут нас, я надеюсь, нас ждут. Ранета Ханум, вы будете в феврале, но вы знаете, что делать. Да, скорее всего, до февраля мы в Турцию не попадем, но если вы будете в феврале, то вы сразу нам пишите, мы, конечно же, с удовольствием освободим, расширим наш график и с удовольствием с вами пообщаемся, вас запишем, вообще биклеем с удовольствием. Да, еще, кстати, по поводу наших подкастов и инсанов тоже. Хотелось бы от вас получить какую-то обратную связь. Возможно, вы подскажете каких-то нам
людей, каких-то героев. Да, кстати, вы можете смело написать в чат тех людей, которых вы хотели бы видеть, потому что, ну, по объективным причинам мы не можем всех знать. Ну, это объективно так. Да. Конечно же, у нас есть огромный список, ну, большой список тех людей, с которыми мы еще не говорили. Но, скажем так, с удовольствием пополним их новыми людьми. Нам Дюльбер пишет: «Селям алейкум, мазмазлар». Ну, так получилось. Это по-моему, Лейля Ханум. Все видео класс, Саунс, это очень ценно для нас. Я знаю, что вы действительно смотрите все наши видео. Это не просто, потому что есть, скажем так, хорошие, есть немножко, ну, не очень удачные работы. Но в любом случае для нас это очень ценно, действительно, мы это ценим. Дорогая, селям алейкум, в Ютубе лучше, но мы Ютуб уже немножко настроили, поэтому он должен работать лучше. И вообще, в принципе, сам Ютуб работает без VPN, поэтому и качество картинки должно быть, скажем так, получше. Сегодня вот к этому стриму мы поменяли сетевое оборудование, связанное с интернетом, но все равно нам все время программа пишет о том, что немножко не хватает трафика, поэтому это будем решать уже с нашим провайдером. Да, вот Лейля Ханум спрашивает, кто из гостей в планах. Ну, мы не можем это говорить, потому что это секрет. Да не, это шутка. На самом деле список есть, список большой. И если честно, кстати, если это действительно интересно, мы можем выкладывать этот список на обозрение. В этом нет ничего такого, то есть мы это ничего не скрываем. Мы с людьми переговариваем, договариваемся, и поэтому можем спокойно его обнародовать. Но, как показывает практика, намного удобнее, если вы нам пишете и на кого-то указываете, да. Вот так, у нас здесь Дилевер Хусейн, я не знаю, сколько вам лет, ага, или Аби, или Абла, я не знаю. В общем, вы рекомендуете записать нам видео с Афизой Касара. На самом деле это очень ценное замечание. И мы, кстати, у нас это имя присутствует в списке Хсмететсе. Мы это дело сделаем. Да. Асан Мамутов пишет: Надир Бекиров 4 ждем. Между прочим, Асан, Надир Ага у нас записаны, у нас этот снаряд, скажем так, уже готов к запуску. Но, как Надир Ага тоже, кстати, спрашивал, когда выйдет новое видео, но у нас действительно есть записи, которые еще с сентября, я прошу прощения, не обнародованы, сентябрь, октябрь, ноябрь, поэтому мы все-таки скажем так, по порядку будем действовать. И сейчас у нас следующее видео, это будет про ребят, про Линье, про Эмиля, которые живут в Лос-Анджелесе. Я сделал такую онлайн-запись. Это будет следующее видео на канале. И Хсмететсе планируем чаще выпускать сейчас продукты, ну, то есть чаще выпускать ролики. На самом деле это не так просто, как может показаться. Есть определенные моменты, сложности, но в любом случае мы это дело планируем делать, то есть выпускать чаще. Саун, все нам желают удачи. Так, у нас вот тут Дюльбер спрашивает такой интересный момент. Лейля Ханум, да, Баруслан, потому что у нас Дюльбер еще есть Ленора Дюльбер. Лейля Ханум спрашивает у нас, как можно помочь каналу. Ну, во-первых, конечно же, Саунс, это для нас это интересно, ценно. Мы, в принципе, весь канал ведем исходя из нашего семейного бюджета. Да, у нас есть, кстати, уже у нас появились друзья, которые нам помогают. И если вы тоже хотите помочь, в принципе, мы это дело все будем рассказывать. Есть система донатов, там, в общем, варианты есть. Мы о них тоже будем вам рассказывать, говорить. И если от вас будет какая-то поддержка, помощь, мы будем только рады, конечно же. Да, вот Амаль Аметов пишет, что звук как трубы. Так, значит, Амаль Аметов, ну, во-первых, ждем тебя на запись, да, все-таки давай уже там собирайся. В Ютубе со стороны Дилевер Ага немножко хуже звук с моей стороны, но у нас звук разделен, поэтому это, скорее всего, мой звук немножко хуже. Это тоже, кстати, мы будем решать, потому что в последний момент петли не заработали и пришлось вот такую гирлянду городить, но в инсте как будто в трубу говорите, но я не знаю.
Амаль, ты сам не в трубе сидишь. Нет, есть Но чуть-чуть. есть, да, немножко. Но смотрите, кстати, мы уже извинились за звук, за вообще вот сегодняшний эфир, потому что это вообще первый эфир, который у нас выходит в таком формате. Были пробные, тестовые, все работало идеально хорошо, но, как известно, когда ты выходишь на сцену, то обязательно что-нибудь должно произойти. Поэтому мы в этом состоянии сейчас все это дело оставляем, уже там, как говорится, нас простите за какие-то неточности, мы их будем обязательно исправлять. Поэтому, пока так. Амаль, мы тебя ждем, да, ты помнишь. Так, Крым 2.0, Машалах, Сизге, развитие вам и вдохновение. Silence. Да, нам, конечно, так, развитие вдохновения, Silence. Эльзар Лиман, в инсте звук мягче. Но я сейчас, к сожалению, не могу послушать звук из инсты и из инстаграма. В Инстаграме лучше звук. Получше звук, да? Мгм. Ну, как я и говорил, здесь немножко короче получается цепь, поэтому и звук лучше. Ну, ничего. Да. Так, Айдарова Халилов у нас задает нам очень острый вопрос. Рифхат Якупов, когда? Мы его планируем, естественно, мы его планируем. И, насколько я знаю, Рифхат Ага сейчас в Крыму, или, по крайней мере, должен быть в Крыму. Поэтому Айдрага в ближайшее время мы этим вопросом займемся, с удовольствием с ним пообщаемся, потому что Рифхат Якупов – это действительно легендарная личность, это действительно очень, скажем так, вы знаете, вот хорошо, что вы про него сказали, Айдрага. Смотря на его фотографии, я вдруг понимаю, что вот эта история, которая шла возвращение, становление, строительство, все это прошло у нас на фоне. А вот Рифхат Ага сделал какие очень уникальные фотографии, зафиксировал вообще вот это мероприятие. И действительно эти фотографии, они еще... Да, то есть это уже просто документация нашего возвращения, нашего становления, как люди, как наши родители, как наши деды становились на ноги, строили наши дома, в которых мы сегодня живем. Это очень важный человек, по сути, в нашей истории, да, и он это много все это задокументировал, какую-то часть, да, и обязательно с удовольствием мы с ним пообщаемся, дорогая, так что у нас телефонной связи все есть, мы это дело сделаем. Так, Тимур Ахтямов, Аликум Селям. Алейкум селям. Иван Петров, Яны, так. Hayırlı olsun, бақытлы ve сәлеметлі. Дилавер Алимов. Сіз Джуда Хам, узбекче. Так. Март, что за слово март? Ну, кичрас, во-первых, да, немножко переведите, потому что я могу контекст попутать. Да, Дилавер Хусейн Бей спрашивает, планируем ли мы видео с Эдипом Асановым. Мы уже пообещали. Иди пора. У меня ваш номер есть. Я вообще, честно говоря, чувствую такую тяжесть и вину, ответственность за то, что вы до сих пор у нас не были в студии, до сих пор у нас не побывали. Обязательно мы Иди пора наберем, и мы с удовольствием с ним пообщаемся в студии в формате 1 на 1, в формате других приглашенных гостей. Мы обязательно будем обсуждать музыкальную историю, музыку саму, да. Поэтому обязательно сметы все мы планируем. Конечно же, Иди пора у нас на студии будет, тем более, что я с ним предварительно выходил на связь, он не против. Поэтому я думаю, что с этим проблем не будет. Единственное, конечно, мы хотели до Нового года записать его, сделать такой... Новогодний. Да, новогодний. Ну, новогодний не в плане новогодний, а в плане такой... Праздничный. Итогового такого события, потому что мы выражаем огромный респект нашему Иди пора. И, немножко не сложилось, немножко не получилось, но ничего, мы работаем, поэтому мы его обязательно позовем. Да, вот в подкасты у нас еще также входит семейная терапия, такие как подкасты, где мы встречаемся с семейными парами и обсуждаем. Да, это, кстати, вот семейная терапия, да, я так это осторожно назвал, конечно же, потому что формат, когда две семьи, то есть, по сути, полноценные семьи общаются, это такой интересный формат. Вот у нас с Асаном и мне есть выпуск.
У нас есть второй выпуск, который еще не вышел на наш канал. С учителями, с нашими учителями. С учителями. И у нас еще есть еще один подкаст, который наши друзья ждут. Ждут. Все будет на канале. Да, мы над этим работаем, поэтому все будет. Смотрите, обязательно дождитесь. Там в Инстаграме прочитай, пожалуйста, Эльчин Ленурович пишет: планируете ли вы второе интервью с Сейтосманом Измайловым? Первое было очень короткое, не раскрыта тема его работы и деятельности. Сам за вопрос. Речь, наверное, идет про его коммерческую историю, да, то, что он занимается ремонтом электронной техники, то есть телефонами, этими ноутбуками. Но, скажем так, в том формате, в котором мы были, я особо это не планировал это делать, потому что это немножко другой формат. Но, кстати, у меня есть сейчас идея, очень интересная, как мне кажется, идея проекта, пока не могу сказать его название, но это как раз-таки будет связано с тем, что мы будем рассказывать про крымско-татарских предпринимателей, разного рода, разного формата, но в любом случае это именно про вот это идет речь. Поэтому, Хисмет, конечно же, мы обязательно запишем еще новый формат передачи, и он будет у нас на канале, конечно же. А в формате подкаста я, честно говоря, это не планировал делать. Я знаю, что он занимается ремонтом техники, что у него есть такое направление, но это немножко не соответствовало тому, какие цели мы ставили. Но сам за вопрос, да, мы это будем делать обязательно. С кем из потенциальных гостей вы бы хотели записать подкаст больше всего? Интересно. Что значит с кем из потенциальных гостей? То есть, в принципе, да, с кем? Из нашего списка. Я бы хотел, да. Из наших гостей. Но вы знаете, вот что мне нравится, я даже сейчас не могу вспомнить, кто нам отказал прийти в студию. Таких нету. Таких людей нету, кто сказал бы: нет, я не приду. Да, во-первых, это очень ценно. Саун за это. И те люди, к которым мы обращались, чтобы сделать какой-то продукт наш, да, никто не отказался. Поэтому мы, все, кто у нас в списке находится, естественно, что всех их мы хотим пригласить. Но есть, конечно же, да, я понимаю, о чем вопрос. Хотелось бы, конечно, пока не буду про это рассказывать. Смотрите, все будет на канале, посмотрите. Забегать не хочу вперед, потому что вдруг откажешь, потом неудобно будет. Да, потом будут ждать. Да, вот Ильчин Ленурович написал: на самом деле это очень многогранный человек, один из лучших предпринимателей Крыма. Вообще вопросов нет. Это про... Сейтосман или Осман Измайлов, да? Да. Во-первых, я думал, что он Осман, а оказывается, он Сейтосман. И, конечно, он человек интересный. И, кстати, его вот эта история с бегом, с марафоном, она на самом деле очень крутая. И если на следующий год он будет не один от Крыма, да, а будет побольше людей, то это, конечно, будет очень круто, очень интересно. Потому что это действительно вызов, который он сам себе бросил, и он его выполнил. Да. Хотелось бы видеть у Лейля Ханум женщин-блогеров. Да. Кстати, что там с проектом Лейля Ханум? Как монтажи продвигаются? Я хочу сказать, что весь проект Лейля Ханум Лейла делает сама. Она сама монтирует, я только нажимаю кнопочку «Запись» и «Стоп». Все. То есть и гостей выбирает она сама, и ведет она проект сама. Так что давай, отвечай. Да, хотелось бы немножко рассказать о своем проекте. Задумка была такая, что я приглашаю гостей. Это либо просто мамы, либо это какие-то специалисты, врачи или какие-то психологи. И мы обсуждаем здоровье, воспитание детей, свое здоровье, воспитание мужа, например. Да, делимся какими-то... Укрощение-воспитание. Делимся какими-то секретами, какими-то лайфхаками или какими-то рецептами. Вот. И моя первая гостья Лейля Ханум была, да, и вот она задает вопрос, что хочет видеть блогеров, женщин-блогеров. Да, у меня есть в планах приглашать блогеров. Мы поговорим, конечно,
про их деятельность, про то, как они это совмещают с семьей, со всеми остальными своими делами, которые никто не отменял. И, ну, в общем, планов много. И, кстати, у меня тоже есть уже список людей, которые ждут своей очереди. Вот так вот, поняли? У него тоже есть список. Да. Ну, на самом деле у нас... Которых мы записали и Да. до сих пор еще... Ну, вообще, если честно, я давно хотел возникновения подобного проекта на YouTube-проекте «Мызмыз», потому что хочется больше раскрытия женских тем, они действительно важны, и женщины сегодня наряду с мужчинами участвуют в создании семьи, воспитании детей, а то и больше, чем мужчины, поэтому эта тема очень интересная. Я надеюсь, что будущие гости и те, кто были, конечно же, они интересные, и у нас будут и психологи, и блогеры, и все, кого вы захотите, кто сегодня актуален для вас, мы всех их будем звать и, конечно же, будем с ними общаться. Потому что для нас, на самом деле, первостепенная причина, первостепенная цель – это быть полезным, чтобы этот контент, который мы делаем, он для вас был полезным. Да, вообще, в первую очередь, мой проект, он полезен для меня, для самой, потому что ну, я поднимаю вопросы и приглашаю гостей, которые в первую очередь помогают или подсказывают мне в воспитании детей и вообще по жизни. И да, вот Ранета Ханум пишет, и я думаю, что... Так, ну давай комментарии немножко прочитаем, потому что у Да. нас накопились немножко. Ранета Ханум пишет, что тематически разбить передачу «Образование, культура, бизнес, спорт, семья». Ваша передача вбирает все это очень интересно, во всех сферах наш народ представлен. Ну, я, честно говоря, не до конца понял, что вы имеете в виду под тем, что разбить передачу. Вы имеете в виду разные YouTube-каналы или тематически разбить на проекте YouTube ну, по темам разбить? Я, вот, честно говоря, немножко не понял вопрос. Или вы имеете в виду освещать разные темы, да, то есть образование, культура, бизнес, спорт, семья. Ну, кстати, сегодня мы это и делаем. Вот сегодня мы культуру уже мы затронули, образование мы уже затронули, бизнес мы уже затронули. Кстати, у нас на канале есть фильм «Инсан» с нашим Решатом Хаджипаровым. Это очень интересный и очень ценный человек. Обязательно, там, кстати, да, обязательно посмотрите. Я после разговора с ним много дней ходил, много часов думал над тем, что он сказал, и там действительно очень много инсайтов и очень много полезной информации. Да. Поэтому мы тоже бизнес стараемся немножко, скажем так, охватывать. Семья у нас есть, спорт у нас тоже как бы... В общем, я ваш вопрос, скорее всего, понял, да, и действительно мы хотим работать по всем направлениям, охватывать все сферы, в которых сегодня задействованы и развиваются крымские татары, потому что цель вообще канала – это Крым и крымские татары, поэтому это все актуально для нас. Да, Эльмира Муратова есть у нас в списке. Вот, Крым, А Эльмира Муратова разве она не в Крыму, разве? По-моему, она не в Крыму, если я правильно понимаю, про кого Да, речь она идет. не в Крыму, но... Ну, мы можем онлайн записать, конечно, да. Она Вы знаете, есть в я списке, да. немножко не очень люблю формат онлайна, потому что нет вот этой вот связи, когда ты можешь человека Зрительного видеть. Да, контакта, это очень да. важная вещь, потому что, и поэтому очень скажем так, когда вынужденный вариант, только мы выходим в онлайн. Вот у нас есть сейчас записи из Лос-Анджелеса, у нас есть запись из Ирландии, у нас да. скоро будет запись из Германии. То есть это вынужденные форматы, мы со своими друзьями, с товарищами, соотечественниками мы общаемся, но если есть возможность записаться офлайн, конечно же, мы предпочитаем лучше это делать. Ну, с Эльмирой Ханум я посмотрим, то есть она у нас, конечно же, есть в планах, и, скорее всего, мы в этом плане тоже будем двигаться, в этом направлении. Да, вот тут нас спрашивают, что означает мизмис. Ну, на самом деле, тут, конечно же, доля иронии и самоиронии, потому что многие думают, слово «мызмыз» это в таком негативном контексте. У меня абсолютно нет такого отношения. В моем понимании, это такой зануда, человек, который любит докопаться до какой-то истины, любит покопать, любит анализировать какую-то информацию. Вот что-то вот такое. И когда я думал об этом, да, я думал, что
у меня иногда получается немножко раскрыть человека, немножко углубиться в его личность и поговорить с ним об этом. Поэтому в целом канал называется так, нет такого прямого перевода. Он вообще переводится как зануда, но я себя занудой не считаю, я скорее больше слушаю, чем говорю, поэтому, в общем, как-то так. Это уже, знаете как, это уже больше как бренд, а не как прямое, ну, как бы не прямой перевод, скажем так. Воспринимайте это просто как бренд Мазмаз. Вот наш постоянный зритель Сейтен, я надеюсь, я правильно прочитала, пишет: на самом деле быть первым, единственным крымским татарином где-либо очень легко в любом проекте. Я немножко не поняла. Так, на самом деле быть первым, единственным крымским татарином где-либо очень легко в любом проекте. Так. Я, скажем так, попробую взять на себя ответственность и подумать о том, над чем вы там написали. Имеется в виду, что раз я делаю первым YouTube, значит, мне легко быть успешным в этом плане. Так вопрос стоит или нет? Вообще хотелось бы сказать о том, что мы с удовольствием, мы будем очень рады, если будет много YouTube-каналов крымско-татарских, на крымско-татарском языке. Мы с удовольствием будем сотрудничать, будем смотреть, подписываться. Но на самом деле, да, очень плохо. Сейтлерден уточняет у нас, что в плане поле не паханое, конечно, сегодня, вот задумайтесь, кто сейчас смотрит, задумайтесь, крымско-татарский YouTube практически не представлен в YouTube. Это огромный океан, в котором нас нет. Это, к сожалению, так. Есть список, который вот у нас есть, наш братан Кенже, она все время в телеграм-канале публикует список YouTube-каналов. Я буквально сегодня его листал, я проверял каждый канал. 90% это мертвый канал. То есть те каналы, которые уже не обновляются, они 2 года, 5 лет назад. YouTube, Балар, Джимат, YouTube это то, что нужно делать регулярно. Тогда он живет, тогда он развивается. Поэтому, если вы сегодня, у вас сегодня есть телефон, если у вас есть возможность купить петличку за 2000 рублей, и вам есть что сказать, вам это нужно делать. Потому что наш канал медленно растет только из-за того, что это поле не распаханное. Когда у нас будет 20, 30, 50 YouTube-проектов, вот представьте, 50 YouTube-проектов, и нам будет из чего выбирать, что смотреть свое, чем, допустим, условно говоря, чужое, да, ну, это, естественно, с качеством контента, естественно, с повесткой, да, своевременной, актуальной повесткой, тогда мы все будем развиваться семимильными шагами. Нет такого понятия «я делаю один, и поэтому я такой успешный, и всех там обгоняю», там что-то такое. Нет. Если ты можешь делать, если ты можешь сегодня это делать, это нужно делать. Начиная от у нас есть проект «Заман ЕФС», где мы снимаем стариков, да, это самый простейший формат контента, это где должен быть штатив, какая-то камера, это может быть телефонная петличка, все. Задача просто записать тех людей, которые уходят безвозвратно. Это безвозвратные потери для нас, для нашего народа. Да, немножко расскажу про этот формат. Дело в том, что «Заман ЕФС» — это передача, у нас совсем немного выпусков. Задумка была такая, что мы снимаем Харымбалара, то есть детей, которые родились в Крыму. До военном Крыму родились. Да, родились до военном Крыму. Фиксируем их разговор, фиксируем их внешность, их жесты, мимику и рассказы. Мелодию языка, мелодию, как они говорят. Это на самом деле уникально. Те рассказы, которые бытовали, да, в их селе Барелер, и это очень важно писать их. И вот есть еще один канал, который занимается только фиксацией таких стариков. Их уже становится все меньше и меньше, к сожалению. Но я вам так скажу, да, что вот в этом формате, почему мы сейчас про него говорим, это самый простой формат, это первое. Во-вторых, сегодня у нас есть Рифат Бей, который делает канал Бельгии Хавеса вместе со своим
другом и партнером. И на самом деле он продолжает дело, которое начал Гирей Баиров. Ну, Гирей немножко, скажем так, делал записи на диктофон, их с ними сложнее работать, скажем, да, потому что видео это более такой простой формат для восприятия. Но вот сегодня Рифат делает эту очень важную работу, кстати, да. Если кто не знает Бельгии ХВС, обязательно подпишитесь, и там им тоже можно помогать, есть донаты, то есть поддерживайте эти проекты. И это очень важная фиксация того, что мы теряем. Потому что, когда мы вдруг придем в себя, мы очнемся от сна, у нас будет с чем работать. Это очень важно. Так, вот нам пишут, давайте немножко прочитаем комментарии. Да, в Инстаграме. Вы молодцы, Диляра Аджи пишет. Очень интересно смотреть ваши выпуски. Диляра Аджи – это наша очень, скажем так, преданная наша поклонница, зритель. Она все время ставит реакции в Инстаграме, всегда что-то пишет. Это очень важно, очень ценно. Я реально не буду уставать это говорить, потому что это действительно важно. Потому что, когда ты делаешь контент, тебе нужно понимание того, что это кому-то еще надо, кроме тебя. Так, у нас в Ютубе у нас сообщение от Амали Аметова. Появилась, так, прочитаешь? Появилась идея, попробуйте пригласить волонтеров из Умёрсенин Элинде. Они потихоньку идут к тому, чтобы создать полноценный благотворительный фонд, которых разве что один. Может, два. Ну, смотрите, формат благотворительного фонда, да, вот я сегодня знаю ребят из Ачих Юриклер, это очень, очень крутая группа, да. Они уже заработали себе статус и авторитет, они действительно делают очень существенные большие дела, и если у нас будут подобные фонды еще, да, мы просто поможем большему количеству людей. Понимаете? Если у нас есть один, мы делаем одно дело. Если у нас есть 10, мы делаем 10 дел. И если нужно как-то способствовать этому фонду, конечно же, мы будем общаться, мы можем приглашать людей, потому что благотворительность, по сути, это одно из высших проявлений человека, когда ты можешь помочь тому, кто нуждается сегодня. Да, Лейля Ханум пишет, мызмыз – мое любимое обзывательство в хорошем смысле этого слова. Мызмазахай, да. Ну, мызмазахай, да. То есть, ну, это, опять же, я же говорю, я призываю, это в контексте такой самоиронии и сатиры, конечно же, это неплохое такое, не ругательное слово. Да. Так, значит, Крым 2.0 пишет, цене Сараметова достаточно крупный по крымским меркам блогер, стюардесс. Не слышали? Конечно же, слышали. Конечно, слышали. Санешку мы знаем, я ее, по крайней мере, смотрю. Я вам больше скажу, что у нас есть с ней договоренность. Хсметлитсе, когда мы будем в Стамбуле, она согласилась с нами поговорить, ну, как бы согласилась, да, действительно, она вышла с нами на контакт. Когда, я ей написал, да, и она нам ответила, у нее действительно большой канал, у нее действительно интересный контент. И секрет того, секрет его быстрого роста, это просто польза, тотальная польза людям. Когда ты помогаешь людям, когда ты полезный, конечно же, ты растешь. То есть это такой закон. Сания мы прекрасно знаем, я ее очень давно смотрю, когда у нее канал был маленький, там около 5000, по-моему, как-то случайно в рекомендациях вышло, и с тех пор я там. А сейчас это уже серьезный канал, кстати. Так, к сожалению, у нас потенциальная аудитория небольшая, это сдерживает рост. Кстати, вот насчет аудитории. Многие об этом думают, что у нас узкая аудитория, что крымские татары небольшая. Это, конечно же, так, да. Аудитория у нас маленькая, да. Меньше, чем русскоязычная аудитория, меньше, чем англоязычная аудитория, там, или китайязычная аудитория, мандаринская какая-нибудь, да. Но вопрос же не в этом. Вопрос, на самом деле, мы не ставим перед собой задачу больших просмотров. Это все равно невозможно. Вот возьмите портал Крамиантаторс, да, примерно 80 с чем-то тысяч подписчиков. Они делают колоссальную работу, они делают огромное количество контента, делают крутые эвенты масштабные, то есть очень много кто про них знает. И это 80 тысяч, даже не 100 тысяч. То есть ограничения, конечно же, есть. Но вопрос же весь не в этом. Вопрос не в том, чтобы у тебя было там 500 тысяч подписчиков. Ну, конечно, для ютубера это нормальная, здравая цель. Но мы немножко другими вещами занимаемся. Мы все-таки говорим с нашим представителем нашего народа.
мы действительно сами этим интересуемся. Вот если мы разговариваем, там, вот Айдарагат скульптор, да, если мы с ним разговариваем, мы действительно этим интересуемся. Это для нас интересно. И мы потом это выкладываем в YouTube, и вы уже смотрите, вам это нравится или не нравится. Но изначально посыл, он идет от нас. Это нам интересно, это нам надо. Поэтому в этом нет цели каких-то огромных просмотров. Конечно, просмотры радуют. Тут смысл лукавить, его нет смысла. Конечно, там ролик с Надирага там больше 100 тысяч просмотров набрал. Конечно же, это приятное событие для нашего канала, но это не первостепенная цель. Это важно понимать. Первостепенная цель – это дать площадку тем людям, которые действительно ценны для нашего народа в первую очередь. Зафиксировать, поговорить с ними, чтобы они оставили свой внутренний мир, чтобы он отпечатался на этом YouTube-канале. Поэтому это вот в этом цель. Я был в Китае, лазил... Так, это Сейтен. Я был в Китае, лазил по стене Великой Китайской. У меня спросили, первый ли я крымский татарин, который тут был. Я ответил, что точно не первый. Ну да, мы еще знаем людей, да, которые там лазили. Да. Можно попасть на Эверест и быть там первым. Ну, там, по-моему, тоже уже были крымские татары. Ну, Эверест, да, по-любому были. Но вот у нас есть Снежный Барс, который все эти пики, там 5 вершин этих пятитысячников покорил. Кстати, у нас тоже в закладках есть. Мы обязательно с ним тоже поговорим. Видите, планов много, поэтому у нас есть это в планах, конечно же. Тут вот есть, да, уголок адекватности спрашивают, есть ли у вас идея приглашать крупных бизнесменов из наших, которые добились успеха, и их путь рассказать. Ну, рассказать об их пути, да. Но у нас есть такая попытка, опять же, я об этом уже говорил, Ришат Аладжипар, это создатель и, скажем так, творческий лидер группы Метаком, да, он был у ее истоков основания, мы про это сняли фильм, этот фильм есть у нас на канале. Вы можете зайти посмотреть. Это действительно немножко про бизнес, да, немножко про культуру, но это, скажем так, вводное слово. Мы еще планируем поехать к Ришат Ага обязательно. Он у нас не просто бизнесмен, он у нас еще и когда-то ученый, научной деятельностью занимался, интересные открытия совершал, и лично, которые, да, семьянин, то есть, которые лично ему принадлежат. Поэтому в этом плане, конечно же, нам это интересно. Мы это будем делать обязательно, потому что бизнесмен – это не просто человек, который умеет зарабатывать деньги, это определенный склад ума, который, в принципе, да, созвучен всему нашему народу. Вот я это не устаю повторять. Наш народ – это народ самозанятый. Это человек, это народ, который всегда чем-то занимался. И поэтому мы, в принципе, вот такие сегодня все. Вот просто оглянитесь, посмотрите по сторонам, на соседей посмотрите. Кто-то чем-то не гроша. То есть это вот прям про нас. Обязательно. А богатых, успешных, конечно же, мы будем приглашать, потому что их опыт для нас тоже очень важен и ценен. Возможно, ограничения YouTube в РФ не смущают? Нет, конечно, не смущают. То есть, пока, понимаете, мы об этом не думаем, если честно. Машаллах, приятно смотреть людей с идеей. Ардав, ну, я не знаю, как вас зовут. Это, наверное, какие-то инициалы. Нам приятно, что вам приятно. Как говорится, если тебе будет приятно, мне будет вдвойне приятно. Это правда. Да, тут без Харамлы пишет и с Ибраимом Ипикчиевым, да, он у нас есть. Ну, вы прям в воду смотрели, Ибраима Ипикчиев. У нас есть очень интересная задумка, связанная с его творчеством. Да. И мы, все ее реализуем. Но понимаете, в чем проблема? На самом деле у нас просто небольшая команда, и мы не можем охватить все. Понимаете? У нас, кроме нас, еще есть люди, которые работают с нами, которые работают над нашими проектами, но это катастрофически не тот объем, который нам необходим. Конечно же, по возможности мы будем расширяться, мы будем, скажем так, усложняться, чтобы делать больше контента за единицу времени. Но вот пока вот такие сдерживающие моменты, они присутствуют. Пока это есть. Но мы будем работать. Ибраим Ага Ипикчиев, конечно же, у нас тоже есть в нашем списке. И, между прочим, очень классная идея есть. Зенефесий Дамет пишет нам в Инстаграм. До Крыма долго тренды доходят, до крымских татар еще дольше. Пока наши не совсем поняли смысл ведения YouTube-канала, думаю. Единичные случаи. Если меня спросят первым, ваш канал смогу назвать.
Саумас. Так, ну смотрите, Зенифер Ханум, ну, конечно, прям мы по больным темам сейчас пошли. Ну, когда на самом деле я с вами полностью я согласен. Когда, опять же, наш братан Кенджи скидывает вот такую портянку из YouTube-каналов, я же Сивиль говорю, Кенджи. Сивиль Кенджи, ну, Владислав, да, у нее есть хороший, интересный этот телеграм-канал ОДА, подписывайтесь, смотрите. И когда она показывает большой список YouTube-каналов, Джимат, ну, не надо обманываться, это очень много среди них мертвых каналов. Мертвых, что я называю мертвым каналом? Это канал, который год не выкладывает ничего. Это по факту уже такая кладовка просто с какими-то видеоматериалами. Сегодня, если я начну перечислять каналы, которые работают, которые действуют, да, ну, я сейчас так навскидку скажу, но может быть 10 каналов. Это очень мало, это катастрофически мало, должно быть много. Это мало. Поэтому да, Зенифе 100% права. Насчет трендов я не знаю. Честно говоря, я не считаю YouTube это каким-то трендом. Честно, я его не считаю трендом. Я думаю, что это просто формат, который многие боятся делать. На самом деле, вот учитывая опыт, который у нас сегодня уже есть, YouTube – это телефон, это штатив, это петличка. 3 составляющие. Если вы делаете свой контент, и у вас есть идея, и вы хотите что-то сказать, тогда это начинает обрастать смыслами. Тогда вы задумываетесь, там, чтобы взять свет, тогда вы задумываетесь, чтобы снять какую-то технику, вы усложняетесь. Но в моменте это все не стоит ничего, если у вас нет какой-то идеи что-то воплотить, что-то реализовать. И я не думаю, что это вопрос трендов, если честно. Нет, вообще нет. Это вопрос понимания. Джимат, это надо делать. Банально, это надо делать, и все. Тут нам задает Дилавер Хусейн Бей. Планируете ли вы снимать видео полностью на родном языке? Так, это большая тема. Да. Нам постоянно пишут про это, но смотрите, здесь есть 2 момента. Первый момент, у меня нет возможности полностью выпускать контент на родном языке, потому что у нас есть это в планах, форматов. Да, у нас есть формат, в котором мы выдаем контент на крымско-татарском языке, да. И это действительно важно, но перейти полностью на крымско-татарский язык сегодня мы не можем по разным причинам, они есть, ну так складывается. Мне очень Крым Джуниор, это, кстати, Крым Джуниор, это классный, интересный канал, который делает очень крутую и, кстати, своевременную актуальную анимацию. Это детский канал, вот она оставила нам сообщение. Мне очень импонирует, что у вас есть женская программа Саумас. Думаю, что это нужно активно развивать, и хотелось бы видеть женщин всех возрастов. Хочется послушать совсем молоденьких девушек и пожилых. Да, у меня тоже такая задумка есть, и мы уже несколько молодых девушек записали. Да, у нас есть прям очень молодая девушка, да. Даже 2 молодых девушки, которые мы... Я же говорю, то есть проблема в том, даже не то, что проблема, а момент в том, что у нас огромное количество отснятого материала, и он готов к выпуску. Ну, в плане того, что нужно монтировать и нужно этим заниматься, да? Да. Но материал у нас есть, мы записываем. И обязательно, конечно же, у нас будут взрослые женщины, потому что это отдельный вид искусства, да, с ними говорить, разговаривать. Обязательно будем делать. Саун, что смотрите, Саун, что с нами, обязательно будем это делать. Заира. Ассаляму алейкум, Заира. Заира, это что такое? Сколько можно тебя ждать? Я приду, приходи, мы работаем. Завтра тоже работаем, поэтому приходи, хаве, джизве, все есть, так что давай, не оттягивай. Ассаляму алейкум. Знаете ли вы какие-нибудь источники на крымско-татарском языке, которые помогли бы его улучшить? Какие бы вы лично порекомендовали? Значит, смотрите, что касается родного языка. Сейчас немного каналов, которые выпускают полностью контент на родном языке. Да. Ну, навскидку, что мы можем сказать? Я знаю, что у нас есть Сияхат Делисе, да, Ленур ведет канал. По-моему... Крым Джуниор.
Вот для детей очень Крым Junior, да. полезно. Потом у нас есть Ресимджи Усман, он тоже Да. на крымско-татарском языке выпускает свой контент, только на крым. Мы сейчас говорим о каналах, которые только на крымско-татарском языке выпускают. Да. Ну что, все? Ну, я что-то сейчас... Ну, не могу сейчас навскидку вспомнить. мы кого-то можем упустить, но их действительно немного. Можете подсказать, кстати, Мы- нам в чате написать. Да, Может кстати, быть, кто знаете, знает, что- напишите, пожалуйста. Ну, вообще, вот к этому стриму мы его, эту трансляцию мы сохраним. И в описании трансляции я скину YouTube-каналы, которые выпускают контент только на крымско-татарском языке. Мы это обязательно сделаем, мы это дело закрепим. Там есть каналы, просто сейчас я не могу вам прям так быстро очень вспомнить про это. большую интересную работу проделывает Севиль Кенже. Это аудиокниги на крымско-татарском языке. Это очень полезно. Я вот сама их слушаю и считаю, что это полезно. Кстати, Слушать красивую, правильную крымско-татарскую речь. да, кстати, Бельгия ХВС нам еще подскажет, ну, естественно, что они тоже на крымско-татарском языке, но у нас Да, Бельгия. подобный похожий формат, наш Заман ФС, он тоже на крымско-татарском языке, поэтому это, конечно же, ребят тоже подходят под это описание. Да. Так, ну, что у нас? У нас там в Инстаграме у нас комментариев не прибавилось, нету, да? Нет. А там, ну-ка, ниже. Ну, кстати, еще, если... Эльмаз, ваш канал всегда смотрю с удовольствием. Успехов и развития. Сау Эльмаз, Сау, что смотришь? Ты действительно его смотришь. Ты прошла ряд проверок, и я в этом убедился. Ну, конечно, это очень приятно. И опять же повторюсь, что это приятно не только потому, что ты смотришь, да, а и потому, что это кому-то надо, кроме нас. Это тоже ценно. Ага, вот Тимур Вот, написал, кстати, да, Янышлар, это- да, Сау Тимур. Янышлар, да. Янышлар – это новый канал, который, по-моему, там уже 2 видео вышло. Очень интересная задумка, действительно интересная задумка. Там формат такой, что идет запись разговора, как на диктофон, да, и картинки, то есть и постановочные какие-то кадры. Да, запись была сделана давно. Давно старая запись, Старые да. аудиозаписи. И это очень классная задумка. И тоже Да, мы, можно кстати, не знаем, практиковать. кто это делает. Я так особо не узнавал. Я там у парочки людей поспрашивал, не знают. Так что, если вы знаете, Тима, если ты знаешь, кто это делает, Янышлар, может, ты его делаешь. Напиши, пожалуйста, нам в чат, чтобы мы все знали. Кстати, это действительно интересный канал. И он, что самое интересное, у него есть свой стиль и задумка. Это важно. Да. Басхрымлы пишет, классно бы делать контент выездной по типу Низами Ибраимова к людям, связанными с разными отраслями от аграрников до ученых. Пару раз Осман Ресинджи делал гостевой контент. Ну, на самом деле, это формат Инсана, мы давно этим уже занимаемся. Да. Это формат документального кино, где мы, естественно, едем к людям или домой, или в места их предков, где их там рлар, мы там варим кофе. У нас, кстати, есть очень интересный ролик про Хатыр-Шасарай, посмотрите его обязательно, это тоже интересный формат. Мы это все осваиваем, мы это делаем, да. У нас уже инсанов там больше 20 точно. Прекрасный есть инсан, фильм Исмаила Джакирина. Исмаил Керимов, обязательно посмотрите. Да, там очень интересно. Мелодия нашего простого, образованного и красивого крымско-татарского языка. Вот, кстати, когда Исмаила смотришь, хочется говорить на своем родном языке. Это интересное наблюдение. Да, там он интересно рассказывает историю своей семьи, своего дома. И ну вот просто перемотайте туда вниз и попробуйте посмотреть, найти время. Так. Крым Junior нам пишет, что Дингильдай тоже детский, тоже только на Анателе, и Крамиантаторс имеют отдельный канал на крымско-татарском языке. Кстати, вот вы хорошо, что затронули эту тему. Во-первых, Дингильдай, да, это детский канал, он действительно делается интересно, там очень много работы, ребята работают на хромакее, там есть сценарий, там есть дети, есть костюмы, то есть это полноценный детский серьезный канал. Обязательно его тоже подписывайтесь, смотрите, конечно же, он есть, и Саул за подсказку. Теперь, что касается сайта Крамиантаторс на крымско-татарском языке. Да, действительно, он есть, но
показательно, посмотрите, какие там просмотры. Там очень маленькие просмотры. Я не знаю, с чем это связано, какие выводы можно сделать, но это факт. Посмотрите русскоязычные комментаторс и комментаторс, которые выходят с крымскотарскими титрами или на крымскотарском языке, и сравните, что называется, почувствуйте разницу. Да, вот тут у нас спрашивают, какой ваш любимый фильм? Что порекомендовали бы? Опа. Человек на каникулах. Посмотрите, я не знаю, сколько вам лет, если вам больше 30, там, около 40, посмотрите фильм «Ван Гоги». Это интересный фильм. Да. Это очень сильный фильм, он очень интересный, то есть вы обязательно посмотрите. Из недавнего, ну, я, честно говоря, очень редко сейчас смотрю фильмы, ну, так получается. Да, мало времени. Поэтому есть такой момент. Можем сериалы порекомендовать. Кстати, можем, ну, сериалы это отдельный стрим, мы с Лейлой, я ей организую, я выйду из кадра, она вам все объяснит по сериалам. Дело в том, что я слушаю сериалы, не смотрю. Ну, так получается. Мы, кстати, можем сделать какой-нибудь стрим и поговорить про сериалы, про фильмы, про наши фильмы, которые у нас выпускаются нашими креаторами, нашими создателями, режиссерами, операторами. Можем сделать обязательно. Почему бы нет? Хорошая тема. ТВ-бокс. Селям алейкум, алейкум селям. Есть идея переводить и озвучивать передачи National Geographic и Discovery на крымско-татарский язык. Также переводить и озвучивать мультики. Что можете посоветовать? Так, ну смотрите, я на этот вопрос попробую ответить. Вообще, я считаю, что все, что связано с озвучкой, это уже утопия, к сожалению. Это уже... Почему? Ну, я сейчас объясню. Потому что сейчас, вот, допустим, тот же Яндекс.Браузер уже внедряет в себя искусственный интеллект, который по одной нажатию кнопочки переводит на нужный вам язык. Крымско-татарский язык? Это просто вопрос времени. Ну, смотрите, крымско-татарский язык, на самом деле, я вам скажу так, да, немножко старые цены скажу, там, двухгодичной давности. Один полнометражный фильм, там, часовой формат, себестоимость 10-15 тысяч рублей. Это, к сожалению, не совсем дешевая продукция, не совсем дешевое производство. Если, допустим, был бы человек, которому это было реально интересно, не учитывая авторские права, перевод часового формата 10-15 тысяч. То есть это тоже не маленькие деньги. Ну, если человек будет переводить сам... Там же нужно озвучивать, есть понятие липсинга. То есть это наука, это не просто так. Но у нас, кстати, есть ребята, кто занимался этими переводами, озвучками, и я тоже как-то по касательной этим занимался. А еще в 2004 году я озвучивал, кстати, с Эльмар Ага Аблаевым, мы озвучивали Шрека первого. Я, скажем так, вплотную соприкоснулся, ну, на таком колхозном уровне, конечно, но все равно это была полноценная озвучка. И финал мы показывали в кинотеатре в таком, ну, в маленьком кинотеатре, не на большом экране. Но опыт я подобный знаю, поэтому мне есть что сказать по нему. Ну, если есть такая идея, это прекрасно. Мне кажется, если бы наши дети смотрели эти мультики, которые они смотрят все равно, да, смотрели бы на родном языке, это было бы прекрасно. Ну, кстати, National Geographic и Discovery для меня это вообще не пустой звук. Я все свое подростковое время, я и сейчас смотрю, то есть это действительно, я знаю этот формат, я знаю, что это за передачи, они очень интересные, и перевод их на наш родной язык был бы очень полезным, я так думаю. Да. Эльмас Медля, да, ты прошла экзамен, да. Эльмас, ты экзамен прошла еще, мемар-дизайн ты прошла экзамен. Тимур Куртумер, это, я так понимаю, гость? Это, наверное, YouTube-канал, YouTube-проект, наверное, Тимур Куртумер, потому что Тима нам подсказал насчет Янышлар. Я думаю, что он продолжает свою такую... Мысли, Кстати, да. Тима, нам нужны модераторы, набери нас. Тимур Куртумер, но, по-моему, я понимаю, о чем идет речь. Я, скорее всего, даже и видел этот канал. Я же говорю, то есть очень сложно сразу все это дело вспомнить. Мы к следующим эфирам уже, скажем так, будем более готовыми вот с этими всякими списками. И по хорошей доброй традиции будем закреплять под трансляцией список вот этих вот каналов. Да. Также хотелось бы, ТВ-бокс пишет, также хотелось бы, чтобы проявлялась здоровая критика, чтобы наши преподаватели Исмаил Керимов и другие учили современных певцов
нормально говорить и петь на крымско-татарском языке. И не только певцов. Ну, вообще, это просто огромную тему вы сейчас затрагиваете. Да, Мы да. сейчас ее не сможем даже чуть-чуть ее раскрыть, но мы будем, это тема будущих подкастов. Обязательно следите за нами, следите за нашими обновлениями. Мы это будем делать. Это важное замечание. Это важно, и это стоящее замечание, начиная от телека, заканчивая музыкальными там, песнями, исполнителями. Это все очень важно, и действительно это стоящее замечание, да. Да, есть еще детский канал «Арманчех». Они там ездят по разным регионам Крыма и показывают диалекты. На мой взгляд, знать диалект региона, в котором живешь, очень важно. Я не знаю такой канал. «Арманчех» — это журнал? Ну, что-то я тоже как-то сейчас Арманчех, возможно, у Идеи Муслимова есть YouTube-проект Арманчех. Скорее всего, наверное, есть, раз вы пишете, да. Но обязательно я проверю после стрима, я обязательно проверю, посмотрю. Если есть такая инициатива, то это очень круто, лайк. Это то, чем мы занимаемся в том числе, поэтому мы, когда видим своих, мы радуемся. Да, диалекты действительно, шевелер — это наша бузымбайлюгымыз. Да. Особенно чуть шевелит, что. Ялыбый шевелеры тоже. Вот, кстати, у нас Камила наша, ну это наша старшая дочка, она все, хоть так родители увидят, что называется. Она нам подсказывает, что они смотрели мультик «Простоквашино» на крымско-татарском языке. Он действительно есть. Это, я даже знаю, кто эту работу переводил. У нас он есть. И не только «Простоквашино», еще есть другие мультики. И действительно, это очень круто звучит. Прям круто, реально. Да. Хочется смотреть, и также смешно, все круто. Но вы знаете, это такая отрасль, которая сейчас немножко находится в упадке. Все это можно поднять, этим нужно заниматься, поэтому люди, кто хочет этим заниматься, пишите мне, я действительно знаю много про эту тему, и я могу подсказать, может быть, даже где-то помочь, может, какой-то техникой или что-то. То есть в любом случае посодействовать я могу. Сегодня Ресимджи Осман, салям алейкум, заговорил, написал нам. Это надо делать скриншот на русском языке. Вопрос просто день не касается. Ладно, хорошо, сейчас отвечу. Как монетизировать YouTube деятельность Сагу? Так, Осман, простых здесь ходов нет. В общем, сегодня монетизация YouTube невозможна, потому что наложены санкции. И я тебе скажу так, ну, по опыту скажу, да, рассчитывать на монетизацию не нужно, потому что это не тот путь, которым нужно идти. Сегодня, я знаю, ты делаешь свой YouTube-проект, я знаю, что ты снимаешь ролики. В принципе, ты являешься тем представителем, который сегодня наиболее вероятен, да, то есть ты снимаешь на то, что у тебя есть под рукой, там, может, телефон, камера. И, кстати, неплохой контент ты делаешь, тебе нужно просто продолжать это делать, несмотря на вот эти вот моменты, монетизация, там что-то еще, это тебя только, скажем так, откинет назад. Если ты хочешь сегодня делать контент, тебе нужно просто продолжать его делать. Все. Делай в том же формате, делай на крымско-татарском языке, ты находишь отклик, ты находишь свою аудиторию и все. А там, возможно, ситуация как-то поменяется, возможно, появятся люди, которые захотят тебя поддержать. Это просто процесс, это путь, который нужно просто пройти, и все. На монетизацию я бы не стал рассчитывать на том месте. Потому что мы на нее не рассчитываем, мы не живем с монетизацией, сразу скажу. Да. Крым Junior. Большая коллекция мультфильмов и кинофильмов в переводе на ана теле есть на сайте Ана Юрт. Да, кстати, мы там и смотрели с детьми. Да. Его создатель постоянно пополняет коллекцию материалами телеканалов, которые занимаются переводами и дубляжом. Да, кстати, смотри, Сейтен нам сейчас говорит про то, что Арманчик снимал про диалекты. Слушайте, но речь идет про работу, которая была как формат фильмов, там, где детские игры были, диалекты. Конечно же, я с этими работами знаком. Я имел в виду, что формат похожий на наш, что мы едем куда-то, что-то снимаем в формате документального кино, не постановочного. Про те работы, конечно же, я знаю, они снимались и в Дервишеви, и там, и тут, и я сам лично видел, как эти работы делались, конечно же, мы знаем про них. Да. Салям алейкум. Чизмалы Пардош Дабар. Эсма Ибраимова нам пишет. Да, алейкум салям. Пардош, наш любимый мультик. Да. Монетизировать нужно не через монетизацию, а через продукт. Так, у нас подключился опытный коуч.
На самом деле Искандер говорит правду, потому что сегодня весь русскоязычный YouTube, который выходит на постсоветском пространстве, он в основном живет за счет монетизации продукта, который вы делаете. Это очень важное замечание, мы про это знаем, конечно же. И поэтому, если вы хотите сегодня как-то зарабатывать с YouTube, ну, думайте, кому бы это было бы полезно, кому было бы интересно просто вас поддержать, да, вот вашу инициативу. Но продукт в первую очередь. Не идите с какой-то идеей к человеку, который может вам помочь. Сделайте продукт, покажите, что вы можете сделать. И уже потом разговаривайте о том, что это может как-то вам, ну, как-то может кому-то быть интересным. Вот, сделайте сначала продукт. И что интересно, смотрите, это касается всех YouTube-каналов, которые сегодня планируют делать, да. Есть такая статистика, что нужно сделать хотя бы 100 роликов выпустить, чтобы появилась какая-то жизнь на канале. Поэтому не совершайте простую ошибку новичков, выпустивших там 5 роликов, которые думают, что уже они будут где-то что-то. Это заблуждение. Ну, есть такие прецеденты, но это исключение, чем правило. Да, давай немножко еще расскажем про наши форматы. Ну, кстати, давай еще про Boosty скажем. Вот, кстати, у нас там Лейля Ханум спрашивала про ту возможность, как можно помочь нашему каналу. У нас есть формат Boosty, у нас есть формат... так, какой там у нас еще формат есть? Кофе. Нет, кофе нет, а другой. Ну, этот международный, я вылетел из головы, честно говоря, потому что мы им не пользуемся. Но, в общем, есть. Есть такая возможность, когда вы регистрируете свои кошельки, свои данные, и вам кто-то может просто помочь. Это обычным денежным переводом или так. Такая возможность есть. Мы на Boosty зарегистрированы, можете написать просто мыз-мыз и посмотреть всю информацию, вся информация есть. Да, и давай немножко расскажем о том, что у нас есть... подписка на Boosty? Ну, подписка на Boosty, да. То есть это формат на самом деле такой, что вы можете просто подписаться на Boosty. Там есть разные уровни подписки. По-моему, от 200 рублей, насколько я помню, это ежемесячно списывается деньги. Это ежемесячная подписка. Вы можете подписаться просто и ежемесячно помогать нам там 500 рублей, 200 рублей. Да, это небольшие деньги, но на самом деле тут даже больше вопрос не про деньги. Я абсолютно серьезно вам говорю. Здесь вопрос про то, что есть понимание того, что это не только нам нужно, не только нам. Да, и там открывается возможность просматривать полностью фильмы. Дело в том, что кстати, не да. все выходит Patreon. Ну, Асан, респект. Конечно же, это Patreon. Это мы такие YouTube-блогеры, понимаешь? Мы про Patreon забыли. Подписывайтесь на наш Patreon, кстати. Да. Есть возможность просмотреть полностью материал про людей, с которыми мы встречаемся, которых мы снимаем. Кстати, на Boosty, да, мы сейчас прям плотно им не занимаемся, но там уже есть ролики. Вот, допустим, с Решат Ага, там, по-моему, час с чем-то фильм, а полный фильм 2-часовой. Представляете? 50 минут вырезанных сцен. Это интересно. Поэтому, подписавшись, там, заплатив какие-то 200 рублей, вы можете открывать доступ ко всем этим материалам, и там еще будет больше материалов, обязательно будем грузить, и поэтому вот так вот. Это что касается той помощи, которую вы можете оказывать, вот так вот. Да, вот ТВ-бокс пишет: я как человек, нормально владеющий крымско-татарским языком, не могу смотреть контент с корявым переводом, уши режет. Ну да, у нас то же самое. Озвучки на родной язык. Ну, машалла, что вы хоть понимаете, да, вы владеете языком, но у нас тут такая большая проблема, что язык и уже тоже теряется, и люди, которые не знают языка, слушают этот, как вы говорите, корявый перевод и даже его не понимают. Поэтому проблема на самом деле очень большая, проблема глобальная, и ей нужно заниматься. И в том числе YouTube-проекты этим тоже должны заниматься, брать на себя эту ответственность, большую тему. Да, Искандер Усейнов пишет: работайте Подожди, это по моей части. Работайте мультиплатформенно и мультиформатно. Reels, TikTok, Shorts, которые ведут на основное видео. Возможно, да, Искен, вообще не могу спорить с тобой, но чтобы, допустим, на том же ТикТоке там заходить через Reels, через
Но это же нужны кадры, понимаешь? Мы не можем смонтировать то, что у нас уже есть на выпуске. Вот сегодня мне отец говорит, что там, когда видео, 11 дней ничего не выпускали, понимаешь? Время идет быстро. Мы не можем справиться с текущими вопросами, а Reels и Shorts это тоже очень много времени занимает. Поэтому нам это в любом случае нужно расширяться, в любом случае нужно расширять команду, брать людей, которые отдельно будут заниматься шортсами, рилсами и таким образом продвигать основное видео. Конечно же, это понимание у нас есть. Сауловский. Да, Крым Джуниор, Саул, за вашу активность. Лично мне хочется книжных YouTube-блогеров, да, мне бы тоже хотелось. Жду, когда кто-то решится, зная, что книги не самая популярная тема, именно блог, чтобы с мнением о прочитанном, желательно по нашей национальной литературе. Да, тут... Книжный блог – это интересная тема, и у меня даже есть название этого всего. Но понимаете, в чем момент? Не хочу говорить за всех, но книга потихоньку она приходит к упадку. И не знаю, насколько это перспективное направление. Это нужно тоже изучать, нужно запускать, нужно смотреть. Обязательно книги нужно читать, да, по возможности не запускать это, ну, не знаю, насчет целесообразности, Просто понимаете, вот смотрите, я объясню своими мыслями, да. Вот, допустим, у нас есть возможность поехать к предпринимателю, у нас есть возможность поговорить с писателем, у нас есть возможность записать какого-то научного деятеля, и тут же у нас есть возможность рассказать про какую-то книгу. То есть наш ресурс внимания, он ограничен. И мы сами стараемся выбирать наиболее актуальные для нас темы, да, которые мы можем освещать. Мы не можем все вокруг освещать, вообще по всем направлениям работать. Может быть, она Сана Ханум советует, что было бы хорошо, если бы кто-то конечно. То есть, да, кстати, сегодня, скорее всего, кто-то будет, смотрящий наш эфир, для себя захочет сделать, попробовать, пожалуйста, делайте. Если нужна какая-то помощь от нас, там, совет по технике, пишите, я помогу, я вам расскажу, как это все делается. Я в любом случае вам помогу. Вы, главное, от себя желание и видение, то есть, что нужно сделать. А мы со своей стороны вам спокойно поможем, потому что у нас уже есть опыт в этом деле. Да, почему-то так. Селям алейкум, кто-то вот тут у нас с закрытым лицом спрашивает, селям алейкум, где вы снимаете? Смотрите, сейчас мы сидим в бахчисарайской студии, у нас в Бахчисарае есть место, где мы снимаем подкасты, где мы снимаем большая часть наших проектов, наших продуктов. Также в основном мы снимаем по Крыму. Есть у нас работы, которые мы записывали в Стамбуле, документальные фильмы. Но в основном это деятельность наша Крым и конкретно Бахчисарай, наша студия. Да, в Бахчисарае сегодня дождь и очень тепло на улице. И, мы очень любим Бахчисарай. Мы здесь живем, и студия у нас, соответственно, тоже здесь. Дева Пларичун, Сагу у нас, Исай Маес. Аллах разы olsun. ТВ-бокс по литературе показывайте и популяризируйте Шевкет Оджа Юнусова. Он супер классный преподаватель. Саунус, мы знакомы с ним. Нариман Оджа Абдульваапов, да. Классный историк. Возможно, даже надо записывать их лекции, выкладывать. Да, я с вами согласен полностью. Скорее всего, не формат лекций, а формат живого общения. Но в любом случае, конечно же, этих людей мы знаем, они у нас тоже имеются в планах. И Хсмит и Те, мы тоже их зафиксируем, они тоже будут на нашем канале. Мне больше всего помогали освоить крымско-татарский язык, озвучки фильмов и мультфильмов, поэтому мне очень интересно их найти больше. Исай Маис. Исай Маис нам пишет. Кстати, если вы ВКонтакте, пользуетесь ВКонтакте, есть группа, так и напишите «Крымско-татарский», и там очень много видео, фильмов полноценных, мультиков, которые выпускались за очень долгий период с разных телеканалов. И там действительно большая коллекция материала. Там, по-моему, 4000 подписчиков. Зайдите обязательно, посмотрите. ВКонтакте напишите крымско-татарские фильмы, по-моему, называется. Посмотрите. Да.
Да, пытаюсь вдохнуть эту идею через ваш эфир, вдохновите ваших читающих зрителей на этот шаг, Саул. Ну, вдохновляем, вдохновляйтесь. Кстати, в Инстаграме есть девушка, которая ведет блог о книгах, ну, по-моему, не совсем про книги на крымско-татарском языке, но на крымско-татарском языке тоже у нее есть Кукиева. Я понял. Ну, там маленький блок, скажем так. Очень интересно, но я не знаю, Кукчеева. возможно, Кукчеева, да, возможно, она не сможет, ну, нет возможности вести YouTube канал. В общем, кто смотрит, Да. еще раз повторю, я это не устаю повторять. Сегодня телефоны, которые у нас есть, даже Xiaomi там за 10 тысяч, они все снимают в нормальном качестве уже. Просто нормальное освещение при дневном свете. Ставите на маленький штативчик за вот такой вот у нас на полке стоит вот маленький Кстати, штативчик у Искендера за 300 Усеинова рублей. есть советы Ну, на канале. там за евро, скорее всего. Но в любом случае, Димат, смотрите, в любом случае это намного проще, чем вы думаете. Просто сделайте шаг в этом направлении, и вы посмотрите, и у вас все получится. Это нужно просто начать делать. И аудитория, она все равно выращивается, она взращивается. Вы с первых шагов, конечно же, не получите тот отклик, который вы хотите. Но меньше ожиданий, больше дела. Сформируйте понимание, технически это решается очень просто. Да, в школе благодаря преподавателю Ашурову Нури Назимовичу прочитала «Козий аж диван», «Мадхурт» и еще было произведение про Голодомор 30-х годов, но, к сожалению, не помню название. Да, кстати, читать книги на крымско-татарском языке тоже очень важно и полезно для развития вот языка. Почитай в Инстаграме там. Есть парень Осман Курсиит. Он ведет блог в Инстаграм, пригласите его на подкаст «Толковый парень». Осман Курсиит. Что-то пока я не могу понять, о ком речь идет. Обязательно. Скиньте нам в личку его или аккаунт, или что, конечно, с удовольствием. Просто, ну, опять же, вы должны понимать, что мы не всех знаем. Это нормально. То есть и лично я не сижу вот в том же Инстаграме там или что, не сижу постоянно в поиске. Есть какие-то рекомендации, если от кого-то ссылки, да, конечно, я смотрю с удовольствием. Айше Кукчеева. Да, Айше Кукчеева, Сава Ильмаз, да. Ильмаз. То есть, ну, в любом случае мы не всех знаем. Поэтому, если кто-то у вас есть на примете, обязательно скидывайте нам или в Инстаграм, там, или в наши социальные сети. Мы везде есть, нас просто найти, поэтому обязательно помогайте нам тоже, мы будем про это рассказывать. Яша, в личку. Так, тут у нас Исмаил Ибрагимов, да, пишет: «Ассаляму алейкум, алейкум салям. Планируете ли вы видео с Ленуром Сияхатом? Ленуром из Сияхат Делисы». То есть это Ленур из компании Сияхат Делисы или что? На самом деле у нас уже два есть видео с Ленуром. Да, это два подкаста. Первый подкаст это мы записали в прошлом году, вот как раз в это время, там что-то 5 января, по-моему, ровно год назад. Да. Потом мы записали буквально относительно недавно еще один подкаст, так что у нас есть 2 работы на YouTube-проекте нашем. Заходите, смотрите. Интересно, довольно-таки интересно. Да. Ну, кстати, у него есть свой блог, вы, наверное, знаете, свой YouTube-канал, на котором он... На родном языке. Да, на котором он рассказывает про свои путешествия. Тоже интересно, подписывайтесь, обязательно следите за обновлениями. Савун, за вашу работу и все действующие YouTube-блоги. Все смотрю, репощу и ласкаю, и лайкаю, наверное. Сердечки отправляю. Мне не жалко, а для каналов полезно. Кстати, да, вот вы знаете, сам по себе знаю, что иногда смотрю действительно интересный ролик, интересный продукт и забываю ставить лайк. Это не то, что мне там не понравилось или понравилось, это просто про банальную забывчивость. Пожалуйста, не забывайте, смотрите, ставьте лайки или не ставьте лайки. И ты тоже не забывай. Да, управляйте своей жизнью сами, в конце-то концов. Да, нам очень важна обратная связь. Иногда кажется, что делаешь что-то, и это никому не нужно. Да, бывает такое. Вот у нас, кстати, летом было такое, не знаю, можно сказать, выгорание, где мы
пару месяцев вообще ничего не размещали, хотя мы снимали, мы работали, что-то делали, но не размещали, поэтому разное бывает, всякое бывает. Если вы сегодня планируете или хотите продолжить, конечно же, делайте, продолжайте и обязательно пишите нам в личке, в социальные сети. Я могу помочь и техникой, могу помочь советами, могу рассказать какие-то нюансы, секреты. Я это сделаю с удовольствием, потому что развитие YouTube-индустрии очень важно, в первую очередь, и для нас тоже, чтобы мы не были одиночками в этом важном деле. Да, Гдилявер Хусейн Бей сегодня очень активно пишет нам, Саунус. У меня есть знакомый Аблязиз Лиев, очень инициативный парень, занимается сбором и сохранением утраченных сведений о довоенном Крыме. Пригласите его, очень рекомендую. Опять же, скиньте нам, пожалуйста, в Инстаграме или куда-нибудь еще ссылку на его профиль или какой-то контакт. Ну, мы, конечно же, должны посмотреть, чем он занимается, какая у него деятельность. И, конечно же, с удовольствием мы пообщаемся, пригласим, будем работать. Саунус. Сейчас активно обсуждается средний тюркский язык на базе кумыкского или крымско-татарского. Что на эту тему делают наши филологи? Интересно бы послушать их мнение. Да, эта тема есть. Действительно, наш крымско-татарский язык является уникальным ключом ко всем языкам. Ко всем это так, языкам. потому что это наш язык, это смесь, это основа из огузского и кипчакского наречий, говоров. Поэтому и наш язык очень универсальный. Но чтобы он на тюркской арене заработал, нам самим нужно очень много поработать. Потому что чтобы нас банально услышали, нам нужно быть заметными. Если мы незаметны, если мы сами не говорим на своем языке, то и другие народы тоже к этому будут относиться скептически. А так, многие говорят, и Исмаил Ага Керимов, и Зира Ханум Бекирова, многие говорят, что действительно наш язык – это сокровище, это ключ ко всем тюркским языкам. Это очень важно. Да, и, важно. кстати, когда мы говорим про мотивацию, когда мы говорим про необходимость знать наш родной язык, вот это первая мотивация, потому что это ключ ко всем народам. Об этом тюркским. нужно еще говорить детям. Это уже очень важно. Асан Мамутов пишет, ролики колпакта будут еще? Асан, не поверишь, я сегодня хотел надеть колпак, вот, и выйти в таком виде с колпаком, но, знаешь, комментарии эхом у меня в голове разносятся, когда мне сказали, что сними колпак и не неси чушь. Вот теперь я боюсь его без повода одевать. Да, немножко расскажи про этот формат. Да, этот формат интересный, ну, как мне кажется, да, он такой своеобразный, называется он «Мыз-мыз онлайн», когда я выступаю с какой-то повесткой, с какой-то идеей. Да, конечно же, планирую выпуск, планирую выходы новых серий, ну, будьте подписаны, не отписывайтесь, лайки заносите, и все будем делать. Да, в ближайшее будущее обязательно запишу. И, кстати, вот что очень важно, это темы, которые вас интересуют, вот как зрители, да, что бы вы хотели видеть на этом канале, потому что по большому счету мы работаем для вас, мы-то, мы не для себя это делаем. Если бы мы хотели бы для себя, мы просто бы ездили бы и ничего не записывали, да, просто общались бы с людьми. Поэтому то, что вам интересно, то, что у вас находит отклик, обязательно пишите, делитесь с нами этими мыслями, мы будем в этом направлении работать. Алим Бахчисарай пишет нам, селям алейкум, алейкум селям. Очень люблю вашу программу, все герои интересны, все истории жизненные, всегда все самое свежее и актуальное. Аллах эшнизде ярдымчы олсын. Саунус. Селям алейкум, Эльмаз Бекирова пишет нам, алейкум селям. Не знаете ли вы, существует ли крымско-татарский спикинг-клаб? Очень интересный вопрос. Так, я знаю, что те, кто занимаются обучением крымско-татарского языка, это из блогеров, из не обязательно учителей. При их обучении, по-моему, есть спикинг-клабы. Это нужно уточнять у тех, кто сегодня занимается онлайн и офлайн обучением. Я думаю, что нужно искать там. А так, чтобы спикинг-клаб, прям вот что-то, какой-то эвент, я не могу сейчас посоветовать, не могу, может, даже вспомнить про это, но они однозначно есть. Да, это очень, кстати, интересный опыт тоже развития языка.
Вот и сам Аис, кстати, спрашивает, а что вы сами смотрите обычно на из крымско-татарского, да, интересно послушать. Да, смотрите, вот, кстати, буквально недавно вышел, по-моему, вчера или позавчера, фильм, так, Ильмара Аблаева. Посмотрите, Ветандан Селям называется у него на канале, так и пишите на ютубе Ильмар Аблаев. Это более часовая работа, длинный фильм, посмотрите, интересные люди там присутствуют, интересные мысли, проблемы затронуты. Все это на нашем крымско-татарском языке, красивом. Смотрите, вот я буквально посмотрел сегодня утром, рекомендую, ознакомьтесь обязательно с этой работой. Да. Есть speaking club у Эмине Шерфе. Ну, вот это Ну, то, о вот чем про ты что я и говорю, да. да. Есть у нас блогеры, это не совсем учителя, но люди, которые хорошо Ну, и знают свой учителя язык. тоже, да. Ну, и учителя тоже, да, принимается. И, скорее всего, на базе их обучения, как бы логично иметь speaking club. Я думаю, что нужно просто это дело изучать, смотреть, и вы обязательно найдете это. Так, ну, нужно, наверное, сказать про комментарии к нашим работам. Очень важно, ну, о важности этих комментариев. Не стесняйтесь, комментируйте. Нам очень важна обратная связь. И, кстати, вот к твоим Мыз-Мыз онлайн, вот эти комментарии мы все читаем. Ну, что-то не хотелось бы читать, конечно, но приходится читать. Но так уж мы устроены, мы реагируем на плохие комментарии, хорошие комментарии пропускаем. Ну, вообще Почему не хочется, пропускаем? ну, так устроен человек, он обращает внимание на плохие комментарии, потому что они угроза чему-то, да, мы так сложены. Но, вы знаете, хочу сказать, что конструктивный комментарий – это на вес золота. То есть, если вы пишете что-то, что действительно помогает развитию нашего канала, это очень ценно, очень ценно. И это говорит о том, что вы смотрите, анализируете, и у вас есть какое-то мнение, какое-то на этот счет. Это тоже очень даже ценно, да. Да. Так, но мы уже здесь, скажем так, довольно-таки долго сидим. У нас такого формата прям не было, какого-то ограничения, какого-то временного формата. Но мы, наверное, уже скоро будем завершаться. Вот уже почти 10 часов. Ориентировочно мы уже где-то полтора часа сидим, да, включены. Наверное, мы уже будем завершаться потихонечку. Это, скажем так, первый наш пробный стрим. Очень рад был вашим вопросам, вашему интерактиву, взаимодействию. Действительно ценно видеть эти имена, которых мы знаем, которых не знаем, тоже ценно. Поэтому потихоньку будем завершаться. Да. И хочу сказать, ну, на будущее, да, что если вы хотите участвовать в развитии проектов, помогать этим проектам, хотите сами участвовать в развитии проектов, может быть, в качестве ведущих каких-то или работать с контентом, обязательно пишите нам, потому что много идей, много целей, и действительно не все мы можем охватить, и то время, которое у нас есть, оно тоже ограничено. Поэтому, если у вас есть какая-то форма возможного взаимодействия с нами, пишите, обязательно что-нибудь придумаем. Да, Сан Сау, да, действительно это был дебют, действительно мы переживали, какие-то много технических моментов, нюансов. Надеюсь, вы сделаете небольшую скидочку на звук, мы обязательно этот вопрос решим и будем стараться над его улучшением. Да, тут еще несколько комментариев. Снимите ролик о субэтносах крымских татар, как основных, так и не основных. Подрастающему поколению узнать что-то новое очень полезно. Основные и не основные у нас, по-моему, все основные. У нас вообще, да, эта тема тоже проблемная, которую нужно, как психологи говорят, проработать. У нас нету ни основных, у нас все основные, все ценные, все важные. И когда мы поймем, что все наши шеве, все наши диалекты, все наши произношения, это и есть богатство нашего языка, которое в конечном итоге формируется в ключ, который является ключом ко всем языкам тюркским, когда мы это поймем, мы станем ценить и уважать все наши шеве, и с удовольствием их познавать, узнавать и внедрять в жизнь и использовать. Очень интересно, да, вот это вот отношения между субэтносами внутри одного народа,
Для меня это непонятно. Бас, селям алейкум, видим, ждем. Давай. Да. Файдалы oldu, sağolunuz. Зинифе. Да, Алла нас разы еще, olsun. нас еще смотрят на Инстаграме, смотрят на Ютубе, это действительно приятно. И я думаю, что, знаете, немножко скажу своего впечатления, что очень приятно было вас всех видеть. Я рад, что мы пообщались, хотя бы, ну, не в полном, но мы все равно пообщались. И поэтому надеюсь, что эти стримы будут регулярными. Мы, наверное, придумаем какой-то день, может быть, отдельный. Может быть, это будет пока в формате хаотичном. Но мы в любом случае будем вас предупреждать о том, что у нас планируются стримы. И будем обязательно будем онлайн. Будем работать над нашими проектами. Было бы неплохо разработать книги по изучению крымско-татарского языка по уровням на примере английского и немецкого. Да, мы тоже ждем этого. Да, Сая Заира, она желает, чтобы мы все это дело, прямые эфиры продолжали, чтобы мы их не забрасывали. Мы тоже этого очень хотим. Вот вы видите, мы к этому всему стремимся, мы ко всему этому идем. Поэтому, и, кстати, не без вашей помощи, не без вашей поддержки. Очень нравится ваше видео, смотрел все видео Чусаунас и согласен с Деливер Хусейн Бейм. Да. У меня родственники все относятся к Орта-Йолах, Таты, но есть расхождения во многих словах. Ну, слушайте, это и называется богатство. Это и есть богатство, понимаете? Это не расхождение, это богатство. Когда мы можем сказать и ит, и копек, это не расхождение. Это то, как мы живем, понимаете? Да. И потом за 1000 километров, когда мы едем, и мы слышим, как кыргызы говорят ит, мы такие, о, мы знаем, про что речь. Наш человек, да. Чусаунас мы обязательно сохраним. Сохраним же, да? Да, мы сохраним этот стрим. Там нам Бас и Базер, наш старый, наш друг, наш товарищ, нам пишет Машаллах, Саул, Базер, Саул. Очень приятно, что ты сегодня с нами здесь. И ну, мы обязательно сохраним этот стрим. Кто захочет пересмотреть, пересмотрите. Это в любом случае это уже как бы история для нашего канала. Саунас. Ну, потихоньку там уже у нас налаживаются родственные связи в чате. Да, вот тут Харасу-Базарский, кстати, всем моим родственникам с Харасу-Базара тоже огромный привет. Да, у нас Харасу-Базарский тараф тоже задействован, поэтому мы тоже здесь как бы не просто так. Да, очень, да, вот Орта-Йолах, кстати, я слышала от своего Харбаба, что Харасу-Базар относится к Орта-Йолах. Так, Димат, ну что, было очень приятно с вами пообщаться. Будем завершать наш эфир. Амаль Аметов, Аллах Разаусон. Все, Амаль, смотри, ждем. Ждем, да. Ждем тебя в нашей студии. В общем, было очень приятно с вами пообщаться, с вами видеться. На самом деле этой стены, этой границы не чувствуется. Я действительно чувствую ваше присутствие. Я вижу ваш интерес, и это очень помогает нам в наших проектах. Аллах Разаусон. Серый Расанов, Аллах Разаусон. Ну все, будем потихоньку выходить. Саунас. На связи. Так, все, мы берем вот так. В Инстаграме.